Земля Коми, песенная земля. Во многих селах звучат здесь старинные народные напевы. Поет их и Ижемский хор, лауреат Всероссийского фестиваля. Мы хотим рассказать о том, как рождается народный хор, как происходит его становление, рассказать об истоках песни. Каждый из нас приходит к такому дню, когда кончается ученичество и начинается самостоятельная взрослая жизнь, а с ней осуществление твоих замыслов, твоей мечты. Зина Мелехина мечтала создать сельский народный хор. С этим она и ехала в далекое село Койгородок, закончив училище в Сыктывкаре. Далекое село. А для Зины оно было самым близким на земле, потому что здесь она родилась и выросла. С виду обычное село, таких много в республике Коми. Но у каждого места, как бы оно ни было мало, есть что-то свое неповторимое. В Зинином селе это были самобытные народные песни. Она знала их с детства, от отца и матери. Как и положено в современном селе, в центре Дом культуры. Сюда-то и прислали Зину художественным руководителем. Вот какие песни нравятся? Муслим Магомаев, «История любви». «История любви». Спой какую-нибудь, пожалуйста, песню. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Не белая вьюга уронит в ладони перо скрыла, и песни зовут... Не знаю. Не знаю. Слов не знаю. Так может быть сказать. Не белая вьюга уронит в ладони перо скрыла, и ветры заплачут снежным раздольем. Зима пришла, суровая.
Да, здесь все как в любом сельском клубе. Точно и не было того, что когда-то звучало лишь в кой-городке, и нигде больше в целом свете. Мы хотим в Доме культуры создать свой такой фольклорный ансамбль, и для этого вот я проверяю голоса, что ли, дома. И поэтому я прошу спеть что-нибудь, какую-нибудь песню сейчас. Солнце закатилось за темные в леса. Вот солнце закатилось за темные леса. А где наши солдаты стучатся у окна? А где наши солдаты стучатся у окна? Молодые с нами не хотят. Мы все приглашаем, мол, с нами давайте группу соединитесь, да. Нет? Они отдельно поют? Нет, современные песни эти? Нет. Теперь молодые поют. Вот поют что ли песни? Я перебью тебя. Поют молодые очень хорошо даже. Не умеешь ты, конечно, но поют. Но поют они. Но как поют, не знаю. И теперь у нас в Гургане прямо. И нету голоса. Нет, никаких. Я думала, дека. Нет, когда-то поют. На широко, если идем, на машине, надо петь песню. Они не умеют такие долгие песни. Потом, когда кто умеют, поют как-то, не знаю. У нас, например, нет никто. Нет. Молодые у нас не поют. Нет. Я, если буду вот на широко иду, буду петь, не с кем петь. Чаще пьет, когда у меня веселое настроение. Когда хочется петь и даже плясать. И пляшешь дома? Дома пляшу, когда письма приносят. Ой, ты, речка Ижма, синяя краса, я такая ж рыжая, как твоя коса, потому секрета я не утаю, что 7-е лето милого люблю. Калина красная, пора опасная, за летом белая идет зима. Ты не рассказывай. Как же так? Живут люди рядом, как будто не слышат друг друга. Надо, чтобы услышали. Надо собрать всех вместе. Неудача первой же репетиции была для Зины полной неожиданностью.